Под государственный флаг Российской Федерации и знамя победы смирно, равнение лево. Начало праздничного парада в День Победы состоится ровно в 10:00. Чтобы провести один такой парад, участники его прошлись по площади Согласия несколько раз. По счету это третья и самая последняя репетиция. По сценарию сперва проносят 3 флага – Знамя Победы, российский и ингушский. Уносится государственный флаг Российской Федерации, Знамя Победы. В день парада состоится прямое включение из Москвы, где на Красной площади проходит главный парад страны. Там традиционно прозвучит поздравительная речь главы государства Владимира Путина. Затем последует российский гимн, а после слов Юнусбека Евкурова, главы Ингушетии, стартует парад в ингушской столице. Полицейская служба насчитывает бесчисленное количество примеров высокой. Всего в параде примут участие 9 колонн различных подразделений. В их числе кадеты Горского кадетского корпуса имени легендарного разведчика Абдуллы Цароева. Следом офицеры и солдаты 291-й артиллерийской бригады, военнослужащие 40-го полка радиационной, химической и биологической защиты. Они осуществляют задачи по ведению радиационной, химической и биологической разведки отдельных маршрутов и районов. В парадном строю также сотрудники Главного управления МЧС по Ингушетии, Росгвардии, Национальной гвардии, службы судебных приставов. Моусар Барахоев состоит в строю ингушской полиции. Участвует в парадах еще со студенческих лет. Раньше выступал в других регионах России – в Новороссийске, Анапе, в Геленджике, Краснодаре, а теперь и в Магасе. Моусар, как опытный участник парадов, говорит, что важны не только ровный строй и четкое марширование, но и парадная форма. Она специально для таких мероприятий парадных. И туда входит аксельбант, парадный ремень и белые перчатки, георгиевская лента и нагрудные медали, которые тем самым будут показывать твои заслуги в службе. Замыкают парадный строй юноармейцы. Абдулла Балаев гордится тем, что именно он вошел в состав участников парада. Ведь не всем юноармейцам предоставлено такое право. Молодые ребята, чтобы достойно пройти строевым шагом, репетировали не раз. Занимались мы очень даже часто, строевой шаг обрабатывали. Ездили в кадетский корпус, там занимались, а также в Троицкой военной части были. Затем на площадь выходит боевая техника вооруженных сил Российской Федерации. Во главе механизированной колонны российский многоцелевой автомобиль повышенной проходимости, бронеавтомобиль, армейский автомобиль-вседорожник «Тигр». Здесь также продемонстрируют бронетранспортер БТР-80, машину КАМАЗ, предназначенную для буксировки артиллерийских орудий и прицепов. Он оснащен противопульной броневой защитой, рассчитан на эксплуатацию при температуре воздуха от минус 50 до плюс 50 градусов по Цельсию. Всего в механизированную колонну парада вошли 6 видов техники. После парада традиционно начнется шествие бессмертного полка. В нем примут участие несколько тысяч родственников участников войны. Залина Могушкова, Рамзан Миржоев, Новости 24.